3000 лет назад в Хакасии началась эпоха всадников. Это время существования карасукской археологической культуры, или же период поздней бронзы, если брать современную шкалу древности. В жизни человека лошадь всегда занимала особое место, но стала играть еще большую роль с появлением верховой езды. Строители первых курганов Хакасии, афанасьевские племена, пришли на Енисей с запада, из глубин прикаспийских степей. Как считают сегодня ученые, гигантское даже по нынешним меркам расстояние вместе с семьями и скарбом они преодолели в повозках, запряженных быками. Это один из главных образов в наскальной живописи афанасьевцев. Сменившие их окуневцы тоже разводили крупный рогатый скот и не менее часто изображали его на скалах Хакасии. Для карасукцев же главной доминантой стала лошадь и в творчестве, и в хозяйстве. Опять-таки буду опираться, продолжать на данные, естественно, научных методов, которые сейчас нас очень укрепились за счет большого количества анализов, повышения их качества, технологичности. На данный момент у нас огромная база, уже порядка 100 анализов по эпохе поздней бронзы, и мы видим период где-то с 15 по 9 век. Вот этот вот период, это 600 лет примерно, который, как я уже говорил, сейчас мы подразделяем на 4 ярких, таких четких хронологических этапа. Вот. Место, которое они занимают, конечно, очень интересно. Вот это вот предскифский период, или киммерийский, например, как это традиционно называется в восточноевропейской археологии, он важен тем, что как раз появляются уже первые признаки того, что формируется вот эта вот знаменитая скифская триада, формируется, собственно говоря, совершенно иной мировоззренческий комплекс. Вот. Скифская триада, напомню, это, собственно, предметы вооружения, это искусство и это, скажем так, амуниция лошади. И в данном случае уже в эпоху поздней бронзы мы имеем появление первых псалиев, роговых пока еще, простых, примитивных, но это уже свидетельство того, что лошадь активно используется не только как мясное животное или как просто тягловое животное, но и в том числе, видимо, и под верх. Псали — это 2 вертикальных стержня, которые фиксировали ременные удила во рту лошади и позволяли всаднику управлять ею. Самые ранние модели изготовлены из рога. Они известны в археологических материалах из Синташты и Аркаима, древних протогородов Южного Приуралия, откуда, как считается, племена андроновцев начали свою экспансию на восток. У нас в Хакасии такие роговые псали найдены на поселениях периода поздней бронзы – Таргажак, Каменный Лог-1 и Каменка-4. Это, очевидно, должно указывать на появление всадников в карасукской культуре. То, что карасукцы — это первые наездники, это, да, достаточно достоверно. То есть у нас именно в карасукскую эпоху появляются первые предметы, свидетельствующие о том, что лошадь освоена была под верх, и первые изображения, собственно, всадников на лошадях. То есть до этого момента у нас таких изображений нету. Мы можем, так сказать, фантазировать о том, что, возможно, окуневцы тоже умели уже на лошадях скакать, но явных доказательств этого нету. То есть поэтому говорить о становлении института всадничества, наездничества, да, мы можем говорить только для карасукской эпохи. Опять же, карасукская эпоха с точки зрения мировых процессов, да, это период аредизации, то есть период, когда засушливый период. Значит, в целом для территории евразийских степей именно вот этот период аредизации, который происходил на финале второго тысячелетия до нашей эры, именно он колоссальным и глобальным образом повлиял на изменение хозяйственного уклада населения от оседлого к скотоводческому. Лошадь знали и афанасьевцы, и окуневцы, и андроновцы. Но верховую езду, как массовое явление, это только на переходе от, так сказать, карасукского этапа к следующему. Это как раз момент освоения верхового коня. Потому что, когда сюда пришли первые карасукцы, они еще верхового коня не знали. И следующая группа, которая пришла, она принесла с собой уже навыки верховой езды, она принесла конскую сбрую. И очень резко меняется вообще не просто культура, а образ жизни. Потому что исчезают огромные могильники, появляется масса маленьких могильничков, по 3-4 курганчика, которые уже не только у воды ставятся, а распространяются далеко в степь. То есть охватывается практически вся территория Минусинской котловины вот этими памятниками. Они небольшие, но они есть везде. Вот это как раз за счет изменения формы хозяйства.
Действительно, на втором хронологическом этапе карасукские памятники встречаются уже повсеместно. В настоящее время исследовано уже более 3500 погребений этой эпохи. Известны они и на территории города Абакана. В 40-х-50-х годах прошлого столетия их раскапывали археологи Кровеческого музея в районе Никольского храма, на набережной и на Горной улицах. В наше время, осенью 2020-го, карасукский могильник был обнаружен на Согре, в зоне расширения полотна железной дороги. На этой площади выявлено было около 20 объектов разных, из которых там порядка 15, по-моему, погребений. Вот. Погребения в каменных ящиках преимущество, но были такие простые, даже вот каменного ящика не было, просто могила грунтовая, соответственно, лежит человек. Оградки каменные, но тоже интересное наблюдение, что оградки были не везде. Ну, у нас классическое представление о том, что мы и называем это курганами, да, как бы, хотя это может быть не совсем правомочно, потому что курган все-таки это сооружение с насыпи предполагается. Вот. И мы всегда привыкли, что для карасукской культуры характерно именно наличие оградок, могила, оградка, могила, оградка, могила. В этой ситуации достаточно показательно было, что не во всех случаях оградки существуют. По всей видимости, это связано с определенным социальным статусом населения, которое было там погребено. Видимо, социальный статус был недостаточно высокий. В некоторых случаях просто были грунтовые ямы. Могилы, все кроме одной могилы были ограблены в древности. По этому поводу один из корифеев отечественной науки, Лев Самойлович Клейн, однажды сказал: «По своим методам археология родственна не истории, а криминалистике. Археолог – это следователь, детектив, опоздавший к месту событий на 1000 лет. И это действительно так. Даже ограбленная в древности могила может дать бесценную информацию для внимательного исследователя». К примеру, долгие годы ученые фиксировали смещение шейных позвонков и черепа у погребенных в карасукских гробницах. Считалось, что это результат деятельности древних грабителей. Или, что также случается, следы сусликов, которые частенько устраивают свои норы прямо в курганах. Грунт там мягче и рыть ходы под землей проще. Самое простое и очевидное объяснение оказалось ошибочным. Как установил наш земляк, уроженец Ширинского района Хакасии, известный археолог Евгений Паульс, смещение позвонков и черепа связано с традициями погребального обряда. Под головы и плечи покойного укладывали подушки из органических материалов, которые, естественно, не сохранились. Даже термин придумали свой «поза отдыхающего кочевника». Человек лежит в полоборота, немножко откинувшись, судя по всему, у него были подушки под спиной положены, а перед ним стоят сосуды, и перед ним стоит это блюдо с мясом, на котором обычно лежит столовый прибор, это нож и шило. То есть фактически мы видим человека, который, в общем, прилег отдохнуть, условно говоря, или, можно сказать, участвует в своей там заупокойной тризне вместе со своими, как бы, скажем так, сотоварищами. То есть это другой совершенно мировоззренческий взгляд на погребальную традицию. Не просто человека поместили, как бы, а он как бы продолжает оставаться с нами, он живой, он еще никуда не ушел. И это очень интересно, это такой совершенно новый подход. Как бы. Погребальный обряд, он во многом, конечно, произрастает из андроновской подосновы. Но, как я уже говорил, не из андроновской подосновы именно местной, а в широком смысле этого слова. Поэтому, в общем, это курганы с персональным погребением, также в квадратной ограде, в редких случаях в круглой. Круглые ограды более всего характерны для первого этапа. Напомним, что период поздней бронзы археологи Института истории материальной культуры разделяют на 4 хронологических фазы. Раннюю, условно начинается она с 13 века до нашей эры, 3200 лет назад, отличает посуда с декоративным уступом чуть ниже горловины и пластинчатые бронзовые ножи простой формы. И, разумеется, погребальные сооружения. На первом этапе это крупные одиночные курганы. Во-первых, по курганам это всегда плетняк. Очень тщательно отобранные плитки. Даже в тех местах, где до плетняка приходится ходить там за десятки километров, они все равно его приносили, делали курганы именно из плит. Никакого дерева. Это роскошная керамика. Это погребение на полубоку, ориентированное головой на северо-восток. Но при этом очень и очень бедно с бронзой. Очень мало бронзовых предметов в погребениях. А вот следующий этап дает нам как раз массу так называемых карасукских бронз, которые в, собственно, карасукских могилах-то мы никогда не находим. Но при этом меняется архитектура. Появляются курганы из булыжника, появляются грунтовые ямы, срубы, перекрытия деревянные и так далее. Но это идет достаточно плавно. Есть внешний импульс.
короткий период бурного развития, потом получается синкретичная культура, как бы основанная и на местных, и на пришлых элементах. И вот так повторяется несколько раз в эпоху поздней бронзы. Очень важно изменение сопроводительного инвентаря. Во-первых, появляются так называемые карасукские бронзы, которые очень яркие, очень интересные, очень сложное технологическое литье. Литье в двухсторонних формах, с большим количеством элементов, деталей. То есть тут мы видим появление совершенно новых высот, достижение новых высот, скажем так, в металлургии. Причем появляются наиболее ранние комплексы, они связаны с использованием оловянистых присадок, то есть, собственно говоря, оловянистых бронз. Это очень редкое явление, как мы уже обсуждали, тоже это связано с Восточным Казахстаном, безусловно, где есть вот эти вот самые рудники олова. Вот здесь, на территории Минусинских котловин, источников олова своих собственных нет. Поэтому, собственно, придя вот с этими оловянистыми бронзами, довольно быстро они, скажем так, вырождаются. И происходит переход к мышьяковистой меди, то есть меди, которая естественным образом обогащена мышьяком. И за счет этого, как бы, условно говоря, несколько легируется. На втором этапе, который археологи датируют XII-XI веками до нашей эры, курганы становятся меньше, круглые ограды исчезают, и доминирующими становятся прямоугольные, с каменными ящиками, могилами в центре. Посуды в погребениях становится больше, это горшки с орнаментом у горловины. Появляются новые типы украшений, зеркала и ножи с декором на рукояти. Отлиты они из сплава с мышьяком, что придает изделиям серебристый цвет, в отличие от золотистых оловянистых бронз. Появление на втором этапе нового предметного комплекса связано с южным влиянием из центра Азии. Это, кроме всего прочего, связано как раз вот с этим переломом, с началом движения на восток. Иногда даже говорят о какой-то определенной варваризации. То есть, если пришедшее от этого запада население, оно имело такие канонические, красивые вещи, как бы, то то население, которое пришло с юго-востока, их вещи, они не менее интересные, но они несут на себе отпечаток гораздо большей древности. Они как раз связаны с тем самым афанасьевским, окуневским пластом. То есть это, скажем так, какие-то наследники вот этих еще эпох, которые не получили, как бы, скажем так, влияния европейского в этом плане. Это все очень интересно, и вот это вот наложение как раз привело к тому, что у археологов в одно время была даже некоторая путаница. И эти памятники меняли местами хронологически, долго не могли понять последовательность их развития. Но сейчас, к счастью, как бы, изучение огромных вот этих вот могильных полей, который насчитывает 1000 курганов, позволил, наконец, строго в этой хронологии разобраться, понять направление развития, потому что есть возможность, как бы, определить, какой курган строился в какой последовательности, как развивалась типология посуды, как развивался инвентарь. А инвентарь тут гораздо более богатый. Это появление и шикарных ножей цельнолитых, всевозможных орнаментированных, большое количество женских украшений, лапчатые привески, зеркала, появление всевозможных подвесок, пронизок, то есть женский костюм становится гораздо более таким ярким, богатым на различные элементы. И все это постепенно сменяется, и мы видим, как трансформации происходят очень быстро, практически на лету. Как вы понимаете, наиболее быстро меняющаяся в человеческом мире — это, собственно, женская мода. И поэтому как раз именно женские украшения во многом, как бы, наряду с керамикой, являются такими очень важными маркерами, которые позволяют прослеживать переход от одного хронологического периода к следующему. И выделять наиболее, как бы, узкие хронологические горизонты. Третий этап эпохи поздней бронзы исследователи называют Лугавским и датируют X-IX веками до нашей эры. Погребальное сооружение к этому времени уже строится из глыб рваного камня и галечника. Песчаниковые плиты используются только там, где добывать их не составляет труда. Вместо каменных ящиков в могильных ямах бревенчатые срубы с перекрытием. Посуда обретает яйцевидную форму, увеличивается в объеме. Обязательной становится орнаментация по венчику. Бронзы лугавского типа представлены лапчатыми привесками, ножами с грибовидными шляпками, треугольными пластинами и ПНН – предметами неизвестного назначения. ПНН – емкая аббревиатура, обозначающая предметы, которые трудно описать, но еще сложнее понять их назначение. Карасукский ПНН как раз из их числа. Массивные литые пластины из бронзы с двумя симметричными дугами на концах. По одной из версий эта пряжка колесничего крепилась на поясе, на дуги набрасывались поводья. Впрочем, есть и другие версии. Согласно одной, ПНН — это уменьшенная модель ярма, упряжки для тяглого скота.
По второй версии, перед нами некая деталь сложно-составного лука. Согласно третьей, мы имеем дело с атрибутами шаманского костюма. Исследователи сходятся лишь в одном. ПНН этого типа известны в эпоху поздней бронзы и раннего железа в Китае, Центральной Азии и Южной Сибири. Их изображения встречаются на оленных камнях Монголии. Словом, перед нами еще одна задача для детективного расследования. Если есть пряжка колесничего, где же сама колесница? Вектор для поиска дает искусство. Карасукское искусство вот эпохи поздней бронзы, оно сильно отличается от предшествующего, хорошо нам известного искусства окуневцев, да, искусства эпохи ранней бронзы. Причем перемены касаются очень многих сторон этого искусства, и меняется и репертуар. Если для окуневцев, скажем, самым популярным животным был образ быка в искусстве, то для карасукцев это, несомненно, лошадь. Лошадь, она преобладает абсолютно в этом искусстве. Другой новый образ — это колесница, которая появляется, опять-таки, то есть это специальное, легкое такое транспортное средство двухколесное, да, с колесами на спицах, запряженные лошадьми, и которые гораздо быстрее, чем, скажем, повозки, запряженные быками, которыми пользовались окуневцы. Вот это тоже такая существенная инновация этого времени в наскальном искусстве. Ну и меняется сам стиль, который очень легко позволяет сразу определить и распознать, да, вот изображение этого времени на скалах или плитах. Животные и люди, и другие изображения становятся очень схематичными. То есть в наиболее простом таком варианте, да, который получил название линейного стиля, изображение животного вообще составлено из нескольких линий, из нескольких палочек. Да. Одна линия — туловище животного, там 4 линии — это ноги, еще одна линия — хвост, и к этому добавляется голова. И в зависимости от того, какой хвост, там, да, форма хвоста, есть ли рога на голове, да, там, и форма этих рогов, ушей, мы определяем животное. То есть если есть рога, то изображен бык и длинный хвост. Да. Если нет рогов, но есть длинный хвост, значит это лошадь. Если есть короткий хвост, да, но нет рогов, значит это, возможно, там, косуля или олень и так далее. То есть вот такой очень такая простая система узнавания образов. Появление карасукской культуры связано с приходом новой группы населения сюда, с новыми традициями. Хотя традиции этой группы, видимо, восходят к андроновской культуре, да, изначально. Соответственно, искусство, которое формировалось, да, вот, оно где-то за пределами, наверное, Минусинской котловины формировалось. Ну и опять-таки яркий аргумент в эту пользу — это изображение колесниц. То есть способ изображения колесниц, вот такой очень простой, да, когда транспортное средство показано как бы в проекции сверху, вид сверху, да, но при этом колеса показаны в проекции сбоку и развернуты, как бы положены по бокам самой колесницы. Вот такой стиль, он распространен очень широко в степях, от, собственно, там, Черного моря и до Северного Китая. Да, вместе с волной, с расселением скотоводов. Способ и прием вот это изображения колесницы, выработанный где-то в одном, видимо, центре, да, он получил такое широчайшее распространение. Но конкретно определить место, где вот четко сложился этот стиль и где тот самый эпицентр этой культуры, очень сложно. Таким образом, искусство способно восполнить пробелы. В петроглифике карасукской культуры четко прослеживаются 3 главных сюжета — колесницы, лошади и воины, амуниция которых, кстати, имеет аналогии в археологических материалах периода поздней бронзы. И мы видим уже появление приметов вооружения, то есть наконечники стрел появляются еще какие-то вещи. Вот. И понятно, что появляется искусство, но оно такое своеобразное. Пока еще у нас дискуссии идут, насколько вот эти вот памятники эпохи бронзы, поздней бронзы, минусинских котловин повлияли на сложение, собственно говоря, скифского искусства. Безусловно, какие-то черты, какие-то элементы есть, но напрямую я бы пока еще не выводил. Наверняка найдется какая-то более интересная, более мощная подоснова, на которую вот эти вот позднебронзовые художественные традиции оказали свое влияние. Так что, да, конечно, этот период крайне важный, очень интересный, очень динамичный, как я говорил. И нужно понимать, что опять-таки появление скифских памятников в минусинских котловинах, то есть, собственно говоря, тагарской культуры, связано, по всей видимости, с определенной миграцией. Миграцией как раз откуда-то с юга, с юго-востока. Вот, то есть выводить
население скифской культуры, скифских котловин как бы из карасукского периода я бы не стал. Хотя со мной многие мои коллеги, наверное, не согласятся. В самом деле вопрос дискуссионный. Даже данные ДНК-генетики можно трактовать двояко. Изучение Y-хромосомы у населения Хакасии в период поздней бронзы показывает как андроновскую гаплогруппу R1A, так и гаплогруппу Q, которая была свойственна предшествующей окуневской культуре. Но в это же самое время она была широко распространена в монгольских степях и, стало быть, могла быть принесена с юга мигрантами. Традиционно считается, что тагарская культура в Хакасии сформировалась на основе предшествующей карасукской. Фундамент заложен на лугавском или каменноложском финальном этапе. Об этом говорит сходство могильных оград, некоторых типов украшений и оружия. Ученые даже выделяют так называемое переходное погребение со смешанным составом вещей. Вычислить эту грань между поздним карасуком и ранним тагаром бывает довольно сложно. По архитектуре это ограды в виде трапеции, у которых западная стенка уже, чем восточная всегда. Тагарские, как мы знаем, они прямоугольные либо квадратные. Сочетание разных кладок, горизонтальных, вертикальных, специальные плиты, разделяющие участки кладок, масса контрфорсов. То есть по внешним признакам до раскопок отличить достаточно сложно. Как только мы воткнули лопату в этот курган, как только мы увидели ограду, мы сразу безошибочно отличаем, либо это поздняя бронза, либо это тагарский памятник, уже скифская эпоха. По инвентарю полностью отличаются женские украшения, скажем. Для эпохи поздней бронзы характерны лапчатые привески, перстни, треугольные пластиночки с пунцоном, височные кольца, пуговки. А в скифское время все это заменяют полусферические бляшки, которые являлись таким своеобразным этническим маркером. То есть практически полностью изменился женский костюм. Ну и, например, такой интересный момент. В эпоху бронзы мы не знаем ни одной находки золотых изделий. А в скифское время, особенно в ранних памятниках, вот эта золотая фольга, она встречается очень-очень часто, практически регулярно. И в керамике тоже переход довольно резкий, потому что керамика эпохи бронзы несет на себе тесненную орнаментацию различными видами штампов, а раннескифская керамика дает нам валиковые традиции. Кстати, на могильнике Усть-Камышта, где в прошлом сезоне работали археологи из Санкт-Петербурга, встречались интересные курганы. Их ограда сложена из горизонтальных песчаниковых плит, а в простенках и по углам вертикальные камни или стелы. По виду так классический тагар, но коллеги поправили – типичная поздняя бронза. На самом деле у нас могильник разновременный. Здесь представлены памятники практически всех эпох. Он существовал на протяжении 3500 лет непрерывно. Здесь у нас есть курганы афанасьевской культуры, причем одни из самых древних здесь на территории Хакасии, и окуневская культура, и в том числе эпоха поздней бронзы. Это особенно интересно, потому что здесь мы имеем, пожалуй, самый крупный могильник предскифского времени. И это дает нам возможность сейчас более аргументированно и взвешенно, так сказать, подойти к происхождению скифской культуры на территории Республики Хакасия. Вот как раз в этом плане он наиболее интересен, он дает гигантский массовый материал, и на этом мы будем уже строить более обоснованные теории происхождения. Мы выделяем для эпохи поздней бронзы 4 периода ее существования, и каждый из этих периодов он связан с каким-то внешним импульсом, который дает новую динамику развития местной культуры. Здесь, на этом памятнике, как раз представлен наиболее поздний пласт, массово представлен. И вот это и интересно, что мы улавливаем стык между двумя культурами, эпохой поздней бронзы и раннескифским временем. Вот где есть над чем поломать голову и чем заняться в плане происхождения скифской культуры. На самом деле, как раз здесь, на массовом материале, мы понимаем разницу в конструкциях между эпохой поздней бронзы и скифским временем. Курганы имеют совершенно другую геометрию. У них идет сочетание горизонтальных вертикальных кладок, то, чего собственно, в ранних тагарских памятниках не встречается. Ну и многие другие детали, которые как раз позволяют говорить, что тагарская культура у нас имеет все-таки внешнее происхождение в основе своей, а никак напрямую не связано с комплексами эпохи бронзы. Полностью поменялись украшения, архитектура курганов, керамика.
То есть это был достаточно мощный внешний импульс. Если внешний импульс, то откуда? Скорее всего, территория Тувы. Это ровесники кургана Аржан-1 в Туве. И, видимо, какая-то из групп тувинского населения, которое проживало в то время на территории Тувы, она продвинулась сюда, на территорию Хакасии. И здесь у нас на основе местной эпохи бронзы и вот этого пришлого населения формируется тагарская культура. Курган Аржан-1, который раскопан в начале 70-х годов прошлого века в Туве, изменил представление ученых об истории Центральноазиатского региона. Гигантское сооружение из деревянных срубов, расположенных вокруг центральной могилы. Для постройки использовали тысячи вековых лиственниц. Археологи даже подсчитали, 1500 человек управились бы с этим за 7-8 дней. Дно главного царского сруба выстлано конскими хвостами и гривами. Он был ограблен еще в древности, но ученые выяснили, что одежду погребенного из узорчатых шерстяных тканей с соболиной оторочкой украшали золотые бляхи с инкрустацией бирюзы. Вместе с владыкой степи в этом кургане захоронили его супругу, 15 знатных вельмож и 160 лошадей в парадной сбруе. Дары усопшему, как удалось установить археологам, поднесли подчиненные и союзные племена Саяно-Алтайского Нагорья. В ранний скифский период Аржанская династия занимала господствующее положение в регионе. Тува, это, можно сказать, для здешних кочевников это был центр мира. Это место, где происходили основные исторические события. Там же рядом Китай, гигантская империя. И на окраине проживали все эти кочевые народы. Там постоянная движуха, там какие-то столкновения, борьба за власть. А здесь мы видим только отзвуки этой борьбы. Пришла новая группа населения, по-видимому, с территории Тувы. И эта группа населения, она как бы... Произошла смена правящей верхушки, скажем так. Новая группа населения получила здесь властные полномочия, и за счет этого идет трансформация основной массы местного населения. Достаточно быстро, где-то в период 1-2 поколений культура изменяется. Но при этом никакого геноцида, какого-то мощного вытеснения предыдущего населения не было. Смена правящей верхушки в первую очередь. То есть поменялся механизм смены культур. Если раньше у нас была афанасьевская культура, потом окуневская культура, и между ними связи практически нет, то есть идет вытеснение практически полное одного народа другим. Потом приходят андроновцы, вытесняют окуневцев. Приходят карасукцы, вытесняют андрон. То есть здесь ситуация меняется. Население в основе своей остается прежним, но культура при этом очень быстро трансформируется именно за счет влияния вот этой новой правящей верхушки. Произошел катаклизм, пришла какая-то новая группа населения, она получила здесь власть, и за счет этого идет трансформация местных элементов. Сегодня возвысилась одна группа, завтра другая, и за счет этого как бы престижный набор вещей, характерных для этой группы, он очень быстро распространяется буквально по всей степи. Примечательно, что на ранних этапах тагарской культуры у нас в Хакасии еще нет курганов, таких как Аржан в Туве или Пазырык на Алтае. Царские комплексы в долине Енисея появляются примерно в IV веке до нашей эры. Салбык и Барсучий Лог, как считают археологи, могут свидетельствовать о том, что в это время Хакасия превратилась в один из этнополитических центров скифо-сибирского мира. Как показывает практика, все озвученные сегодня нами гипотезы и теории будут проверяться и оспариваться еще не раз. Быть может, ясность внесут новые находки археологов или новейшие естественно-научные методы. В любом случае, к этой теме мы еще вернемся в проекте «Дорога тысячелетий» на Абакан 24.